Здравствуйте, в эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Рубль в начале торгов продолжил уверенный рост, отыгрывая снижение из-за геополитических рисков. Во вторник курс доллара уже достигал почти 60 рублей. На 10 часов 5 минут по Москве вторника он снижался на 30 копеек до 60 рублей 86 копеек за доллар. Курс евро на 24 копейки до 75 рублей 48 копеек за евро. Это следует из данных московской биржи. Стоимость нефти растет на 0,6% до уровня $71 81 цент за баррель по марке Brent. Напомним, в понедельник издание «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп решил приостановить введение новых экономических санкций против России. Эту информацию рынки восприняли положительно. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал новый законопроект о санкциях против Соединенных Штатов. В частности, он заверил, что лекарства, не имеющие аналогов в России, запрещаться к ввозу не будут. Напомним, что законопроект, ставший реакцией на новые американские ограничения, был внесен 13 апреля лидерами парламентских фракций и спикером Госдумы. В соответствии с документом правительство получит возможность запрещать или ограничивать поставки в ряде сфер. Это касается лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, а также технологического оборудования и программного обеспечения. Роскомнадзор уже в 2018 году может заблокировать Facebook, если тот не выполнит требования закона о локализации баз данных на территории России. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров в интервью газете «Известия». До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены. Локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации, а они уже значительно опаздывают по срокам, и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке, сказал Жаров. В России появится новая классификация бриллиантов. Как считают в охране России, назрела необходимость пересмотра некоторых положений действующей российской системы классификации бриллиантов. Это не значит, что ее отменят, она будет работать как и прежде. Но параллельно будет подготовлена еще одна, основанная на международных стандартах. Дело в том, что действующая российская система, хотя и признается мировыми экспертами, но отличается от тех, что приняты в других странах. Речь идет о создании документа, который бы отвечал запросам западных стран с точки зрения классификации бриллиантов. Это поможет при создании экспортно ориентированной продукции и продвижении ее за границей. Перспективы газификации сибирских регионов связаны со строительством газотранспортной системы «Сила Сибири», разработкой новых крупнейших газовых месторождений Кавыктинского и Чьяндинского и других. В дальнейшем планируется объединить единую систему газоснабжения с газотранспортными системами Восточной Сибири и Дальнего Востока, что даст дополнительный импульс газификации сибирских регионов. Об этом было заявлено на Национальном нефтегазовом форуме, который проходит сейчас в Москве. 8 дальневосточных регионов, в числе которых и Якутия, получат дополнительное финансирование из федерального бюджета в виде межбюджетных трансферов в размере 175 миллионов рублей. Средства будут выделены из резервного фонда на внедрение информационных систем в медицинских организациях. Соответствующее распоряжение рассмотрено и одобрено на заседании правительства Российской Федерации. Согласно документу, бюджетные ассигнования в размере 2 миллиарда рублей будут выделены всем субъектам России, в том числе 8 регионам Дальнего Востока. Якутия получит 30 миллионов рублей. Зимние туристические маршруты показали высокую востребованность. С начала года более 9 тысяч человек посетили особо охраняемые природные территории. Итоги первого зимнего турсезона показали, что наши зимние маршруты очень востребованы. Мы будем продолжать работу по обустройству зон, улучшению качества предоставляемых услуг туроператорами, расширению маршрутной сети. Об этом сказал глава Минприроды Якутии Сахамин Афанасьев. Как уточнил министр, более 8 тысяч человек посетили природный парк Ленские столбы в Хангаласском районе, а 900 человек съездили в природный парк «Живые алмазы Якутии» в Мирнинском районе. 248 человек побывали в природном парке «Синья» в Горном районе. Якутскэнерго объявила акцию, в рамках которой исполнители коммунальных услуг, то есть УК и ТСЖ, смогут погасить задолженность за энергоресурсы без уплаты пени. Акция проводится с 16 апреля по 31 мая во всех районах республики, которые входят в зону обслуживания энергокомпаний. На начало апреля задолженность управляющих компаний и товарищей собственников жилья перед энергетиками за электроэнергию и горячее водоснабжение превысила 352 миллиона рублей, в том числе пени порядка 44 миллионов рублей. Якутскэнерго регулярно составляет так называемый антирейтинг, в который включает должников из числа управляющих компаний и ТСЖ. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических новостей на Якутия 24.